Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. И не далее, как сегодня, из солнечной Якутии ко мне пришла вот такая посылка. Что ж, давайте ее вскроем и посмотрим, что внутри. Возможно, там варганы. Если там варганы, мы обязательно их протестируем, поиграем на них, выберем лучший. Поэтому досмотрите этот ролик до конца, чтобы лучший варган достался именно вам. Вы усаживаетесь поудобнее, а я на ваших глазах вскрою эту посылку. Значит так, вскрыли мы посылку и обнаружили на столе 3 вот таких прекрасных якутских хамуса, которые в моем каталоге называются чурапча. Чурапча – это географическое наименование местности, где изготавливают эти хамусы. И давайте же рассмотрим их поподробнее, оценим внешний вид и звук. Итак, как вы можете увидеть, хамусы чурапча поставляются вот в таких деревянных футлярах с довольно простой системой крепления варгана, вот так на шнурке. Вы можете взять варган, повесить футляр на шею, и когда вам необходимо, убрать варган в футляр. Я этого делать не буду, я отложу футляр в сторону. Возьму варган и давайте рассмотрим конструктивные особенности варганов. Для продвинутых пользователей скажу, что это не просто варган, а якутский хамус. Он кованый, сделанный вручную, очень качественно. Но у него есть ряд конструктивных особенностей. Например, конкретно у варганов чурапча кольцо, в отличие от большинства якутских хамусов, имеет каплевидную форму. Деки также достаточно широкие. И при этом главное, что определяет звук этого хамуса, это язычок. Он имеет довольно низкую конусность, то есть он достаточно широкий у основания, достаточно широкий у загиба. Коленце. Коленце, мое почтение. Загиб острый, вот эти две линии расположены в одной плоскости. Колечко язычка закручено в такую улитку, что добавляет ему веса. Давайте рассмотрим звук поподробнее, протестируем. Для этого я возьму вот такой тюнер в телефоне и издам первую ноту. Короче, если было видно, это ля 432 Гц. Во-первых, это ля контр-октавы, то есть уже достаточно низко для такого малыша. Во-вторых, это такая заниженная контр-октава. Тоже давайте посмотрим, на что способен этот красавец. Поехали.
Это была импровизация на хамусе Чурапча в ноту ля контр-октавы. Ссылочка будет в описании. А я перехожу к следующему красавцу. Он аналогичен предыдущему, тоже в футляре. Я не буду останавливаться на его размерах, форме. Это есть в моих предыдущих обзорах. Я перейду сразу к тестированию звука. Беру варган. Если брать условные 432 Гц, то это очень близко к ля диез контр-октавы. То есть тоже довольно низкий варган. И, как на мой вкус, очень отзывчивый на дыхание. Сейчас посмотрим, что он может. Красавец. Отдельно скажу о нем свое мнение. Беру следующий варган, точнее якутский хамус. Аналогичен предыдущему. Хамус Чурапча в ноту. Такое ля диез контр-октавы якутская. Между ля и ля диез, ближе к ля диезу. Беру, пробую. Сначала якутским боем, а там посмотрим.
Значит так, это были мои импровизации на хамусах Чурапча. Ставь палец вверх, пиши в комментариях, какая импровизация понравилась больше. А я выскажу свое скромное мнение о каждом из этих хамусов. Я знаю, что большинство из вас к этому моменту уже выключают мое видео, поскольку уже определились с инструментом и, скорее всего, уже заказывают его. Но для тех, кто еще не определился или просто хочет знать мое мнение об этих варганах, чтобы лучше в них разбираться, пожалуйста, вот вам мое мнение. Итак, у нас с собой было 3 варгана, точнее якутских хамуса Чурапча. Вот небольшие, достаточно компактные инструменты. И что же у них общего? А общего у них то, что все эти 3 хамуса, несмотря на свои скромные размеры, все были басовые, то есть имеющие низкую настройку. Вообще, я скажу так, начну издалека. Традиционно хамусы и варганы изготавливали высокими. И вот низкие хамусы и низкие варганы, прям низкочастотные, это скорее изобретение и нововведение века 20-го. Это связано с улучшением материалов, с появлением более гибких, упругих сталей и с ростом точности инструмента, возможно. Ну а с точки зрения варганистов, такая популярность низкочастотных варганов в 21 веке связана с популярностью более низкочастотной музыки, с преобладанием басов, низкочастотных инструментов. Это и музыка рок, музыка метал, музыка. Это и различные направления электронной музыки, например, там дабстеп и так далее. Естественно, всем нам хочется поэкспериментировать, поджемить и поиграть в таком же стиле, чтобы звучать в ногу со временем. И для этого вот есть низкочастотные басовые варганы. Эти варганы стали очень популярны, мастера смекнули и просто наводнили рынок басовыми варганами разной степени качества. И сейчас очень много басовых инструментов, их изготавливают все, там, начиная от Подкиных, которые сделали там утяжеленный алтайский камус, заканчивая там разными масс-маркет варганами, среди которых есть там получше, похуже инструменты. Но самыми лучшими, на мой взгляд, являются все-таки инструменты басовые ручной работы. И у всех басовых инструментов, независимо от их изготовителя, есть один существенный недостаток. Это, как правило, либо варганы очень-очень мягкие, либо очень-очень большие. И в том, в другом случае новичку, что на большом варгане с достаточно высокой амплитудой колебаний, что на мягком варгане играть какие-то быстрые, сложнотемповые композиции будет не с руки, потому что такой варган будет цокать. В данном случае, вот с варганами Чурапча, я наблюдаю такую золотую середину, такой баланс. Идеальный басовый варган для новичка и на вырост. Этот инструмент при своих довольно небольших размерах имеет достаточно достойный низкий звук. Он достойный и по громкости, то есть варганы звучат достаточно громко, и по мелодичности, что очень редко встречается в масс-маркет варганах. Здесь, на этом басовом варгане, можно не только басить ритм, но и играть с обертонами. Значит, играть, например, в якутском стиле какие-нибудь красивые мелодии. И так далее. Также на этом варгане можно играть достаточно быстро, двусторонним боем, и хамус не будет цокать, не будет стучать о деки, и вам будет даже на первых порах очень комфортно осваивать там двусторонний бой. Если же вы любитель умеренной игры, среднетемповой, то здесь варган порадует вас достаточно глубоким, длительным сустейном, с отзывчивостью как к обертонам, так и к дыханию. В общем, такой универсальный рабочий бас. Очень нравятся мне такие инструменты, басы, на которых можно и быстро, и медленно играть. А теперь, это вот что было общего, какие плюсы у варганов. Теперь о каждом варгане в отдельности. Их можно разделить, вот на 2 группы. Первый варган, это вот первая группа, это тот, который был четко настроен в ноту ля. И он мне показался чуть более мелодичным, чуть более точным по звуку, то есть он нигде не диссонировал.
И мне было на нем прикольно играть такие мелодичные вещи, достаточно быстрые, кстати, по темпу. Варган для тех, кто любит звук почище. Для тех, кто любит звук по атмосфере, есть вот два инструмента, настроенные, ну, так, в якутскую настройку, очень неточно в ля диез. И они уже такие более отзывчивые к дыханию, с более длительным сустейном. Они для такой медленной, раскатистой, медитативной игры на дыхании, на тембрально-ритмических конструкциях. И при этом, когда ты пытаешься играть на них двусторонним боем по-европейски, они также весьма послушны. Короче, те, кто любят точный такой мелодичный звук в ноту, берите первый инструмент. Те, кто любят такое что-то более якутское, берите второй и третий. Что касается еще плюсов этих инструментов, ну, они очень управляемые, как я уже сказал. Различаются высотой звучания и сустейном. У первого хомуса сустейн покороче, звук более оформленный, у второго и у третьего сустейн более размазанный, более красивый. А при этом все три хомуса звучат очень чисто по обертонам, то есть нет этих скрипучих индустриальных призвуков, которыми грешат как раз таки масс-маркет басы. Здесь все очень-очень достойно. Вот, собственно, и все. Таково будет мое мнение. Хомусы Чурапча, я бы сказал, универсальный бас для новичков и на вырост. У нас с собой было 3 инструмента. 1, 2, 3. В разные ноты. Заказывайте их по ссылке в описании. С вами был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. Всем Варган. Всем пока.